И сегодня в промышленном технопарке Коми, который был открыт недавно, состоялась предзащита кластерных проектов. Так называемая практическая сессия проходит в рамках конкурсного отбора на получение федеральных субсидий. На суд экспертов представлено 22 работы крупных предприятий страны. Среди них и наш деревообрабатывающий кластерный проект. Елена Кононова об этом подробнее. Это пока лишь генеральная репетиция, предзащита кластерных проектов. В случае каких-либо недочетов в работе есть возможность исправить, отшлифовать. В роли студентов – руководители 22 крупных предприятий страны. Здесь и янтарная, и машиностроительная промышленность, производство светодиодной светотехники и аэрозолей. Мы же, как лесной регион, представляем деревообрабатывающий кластер. Проект направлен на переход к глубокой переработке дерева, чтобы на экспорт уходила не только доска. Об этом глава Коми говорил совсем недавно на стратегической сессии. Одним из критериев получения статуса приоритетного инвестпроекта это будет 100% безотходное производство. Это очень важно, потому что компании нацелены на производство, допустим, той же доски, опять же, некоторые не задумываются, что делать с отходами. И если проехаться по нескольким предприятиям, лежат, так скажем, гора опилок, отходов, и она не перерабатывается. А сегодня это возможно делать. Поэтому я считаю, что если у компании есть 3 миллиарда рублей на закупку оборудования для непосредственного пиления, то поставить оборудование для переработки отходов вполне себе возможно. И в первую очередь экология. Наша республика не случайно выбрана в качестве площадки для практической сессии. Среди участников 12 регионов, где развивают именно лесную промышленность. Им на нашем примере показали порядок создания лесопромышленного кластера. Впрочем, в Коми есть потенциал не только в лесной отрасли. Сегодня также прорабатывается вопрос создания нефтехимического кластера, куда должны войти не только крупные предприятия. Очень важно, чтобы появилась возможность малому и среднему бизнесу входить в кооперационные цепочки. И, наверное, такая самая важная задача – это на территории региона дать возможность, экономическую возможность реализовывать проекты, направленные на увеличение глубины переработки углеводородов. А для этого необходимо принести на территорию региона какие-то механизмы государственной поддержки, которые позволили частным инвесторам снижать порог вхождения в бизнес. А такими инструментами являются как раз промышленные кластеры и технопарки. Последнюю недавно открыли в столице Коми. Именно на его базе собрались участники практической сессии. Задача новоиспеченного предприятия – помогать прежде всего развиваться небольшим предприятиям. К примеру, предоставлять желающим заняться своим бизнесом в аренду оборудования и площади, чтобы производить ту же мебель. Ну а потом, когда предприниматель встанет крепко на ноги, сможет открыть собственное производство. В основном в мебельной отрасли, в лесопереработке, деревообработке. Также мы будем сотрудничать с Лузалесом, с Сыктывкарским фанерным заводом, тесно сотрудничаем, с Жешевским фанерным заводом, с мебельными предприятиями, которых достаточно много в республике. Практическая сессия в Сыктывкаре рассчитана на 2 дня. Точно такая же предзащита пройдет летом в Мордовии. Сам решающий экзамен будет проходить в Минпромторге России. По результатам отборочного конкурса самые лучшие получат финансовую поддержку на создание нового производства, либо на закупку оборудования, либо на компенсацию части затрат. У нашей республики есть все шансы попасть в число счастливчиков, говорят специалисты. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.